Вітаночки, мінський монтажний хасл на сувязі. Знову огляд усілякой фігні, якую нам у гэты раз просто подогнали, а менавіта далі просто покористатися. Гэта ось такі ось размотчик, про які вже ходять легенди і поданні у інтернеті. Нарешті ён з'явився і у нас. Зараз ми його паспрабуємо, як він працює. Вельми легко раскладывать. Все, ничего себе. Чпок-чпок тяне. Что еще там крутить? Что за... А, вот. Все. Ставим кабель. Наемная фирма. Чпок. И шапляем у петелечку. Подерни, как мы обычно, резко. Да-да-да-да! Ну что, крышечку мы попрацевали ее. Есть невеличкие нюансики. И она вельми туго крутится. Коли застаецца мало кабелю, кабель яе імкнецца перавернуть из-за того, что она вельми так туго крутится. Покуль бухта тяжкая, то крутится она, конечно, нормально. А вот коли бухта поменьшается, мы тут уже это... Ой, не ведаем, потому что мы не збирали, нам ее дали у зборы потестить. И справа в том, что мы не можем зразуметь, как ее вот эту спружину послабить. Мы зараз оттиснули. Зараз будем глядеть. Спроба номер 2. Попрацевали, раскинули кольки 3 покои. По-перше, она легкая. Вот. И у яе есть такая вот ручечка. Это вельми добро, когда у тебя стоит бухта на этой вот размотке. И треба кудись перенести бухту. Ее не треба сдымать отсюда. Взял за ручку и перенес. По-другое, это вот гусак, який накіровує той кабель у потрібну тобі сторону. Тому що в нашій синій, як треба розмотати, треба її повернути туди-сюди, бо петля стоїть стаціонарно. Тут така вот колтается. Тут еще есть такие опциональные функции. Мы, конечно, и не користались, потому что тут квартира. Это фиксование гофры. Фиксуешь сюда гофру специальную. Ну, якую специальную, любую гофру. И за протяжку подтягиваешь дрот и тянешь под гофру. Попередньо, конечно, гофру треба размотать. Это как не разматывать кабель зроблено. Ось, что по-третье? По-третье, она умовно легко избирается и становится компактной. Можно открутить вот эту ось, стойка, не стойка. Короче, ножки можно открутить и особенно вести у складенном стане ножки и у складенном стане саму размотку. Усё сдается. А теперь минусы. Ну, минус самый головный, это то, что у нас чамусі она вельми дрэнна крутилась. Мы тут оттиснули этой ось стопор. Ось как. И она легче крутилась. Да, это добро, что она сделана без инерции. Это значит, что ты разматываешь, опа, и кабель застается на месте. И он барашками так и скидывается вниз. Одиное, что, конечно, когда застается уже не так дюже шмат кабелю, и он имкнется отсюль вот так вот перекинуть эту размотку. Нам, особливо, когда она стоит вот так. Ты тягнешь, опа, и она нахиляется и может завалиться. Ну, это у нас было 2-3 разы, але нам хапило. Ну, а болей, здається, мінусів нема. А, не, ёсть! Это же яе кошт, бляха-муха. За умовную вот такую вот одну размотку мы можем набыть 3 вот таких вот синих. Конечно, да, это не идеальные,
Но пакуль у нас просто сердце крывёю обливается, и мы не можем набыть себе такую дорогую размотку только для того, как обалдеть. Ну а так, да, так, рэч дзейная, працуе, але кошт это, конечно, самое такое, что б'е по гаманцу и по твоему сардэчнаму супакою. Карацей кажучы, мы адпрацавалі грошы. Ад'ё.